Почерк – это, можно сказать, его величество. Его нужно изучать, к нему почтительно относиться. Сейчас мы все пишем по-другому. С чем все-таки это связано? Произошел крах. Я через несколько лет понял, что я ничего не понимаю в почерке, стал изучать. Так вот почему сейчас память страдает у современных людей. Да, представляете, все пишут отрывно. Письмо требует работы мозга. Ты смотришь на почерк и понимаешь, стройность есть. Или, допустим, наоборот, дисбаланс, дисгармония. Те, кто пишет левой рукой, это вообще одаренные люди. Здесь у человека заложено было, чтобы левая рука выражала себя. Здравствуйте. Интонация – это не только звучание речи, но и наши переживания, характер и даже тишина между словами. Каждый из нас говорит своим голосом, но именно интонации позволяют нам чувствовать отношение собеседника и глубже понимать смысл его слов. Телеканал БСТ начинает серию подкастов «Интонации». Поскольку новый учебный год уже начался, то и мы не избежим темы школы, тетрадей и почерка. Кстати, он тоже является отражением внутреннего мира. Сегодня у нас в гостях эксперт по исследованию почерка Юрий Байгузин. И вместе мы попробуем расшифровать тайный язык нашего второго «я» и узнаем, так что же скрывают люди за росчерком пера. Юрий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы видите оформление нашей студии, и, конечно, эта орфография нам знакома с детства. О классиках мы с вами обязательно сегодня поговорим, но начать я хочу с наблюдений Зуева Инсарова в его монографии «Почерк и личность». Он называет графологию наукой, изучающей законы зависимости между почерком и личностью. Так что есть наш почерк, по вашему мнению? Есть два взгляда в советской криминалистике и графологии. По первому, почерк – это программа выполнения определенных действий, которые формируются в детстве и так далее, и выражается на листе в виде рукописи. А графология не имеет жесткого определения почерка, но, допустим, как говорил Кант, что почерк – это мозг, вынутый наружу и отображенный на листе бумаги. Да, я думаю, что графология действительно изучает отражение личности в почерке. Вот вы возглавляете экспертную лабораторию. Очень необычный выбор профессии, как мне кажется. Как вы пришли в эту профессию? Я думаю, что случайно, но как мы уже привыкли, случайности не случайны. Я поступил в Волгоградский институт МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. Изучал криминалистику, мне понравилось, работал в органах, следы собирал на месте происшествий. В 2001 году вышел закон о государственной судебно-экспертной деятельности, и появилось такое явление, как негосударственные эксперты. И я ушел в негосударственную область, скажем, работать сам на себя. И там больше стал изучать почерк. С моими амбициями, которыми я закончил институт, произошел крах. Я через несколько лет понял, что я ничего не понимаю в почерке, стал изучать. Наверное, лет через 5 после работы в качестве уже почерковеда я стал понимать, что почерк – это, можно сказать, его величество. Его нужно изучать, к нему почтительно относиться. Так вот профессия, наверное, выбрала меня, и потом я полюбил изучение почерка. Вот интересно, сколько получают графологи? Вы знаете, вообще неплохо оплачивается эта работа, но здесь никогда нельзя исключать фактор внутреннего состояния, составляющей. То есть, когда ты за деньги работаешь, не получается, работа рушится, вы знаете. И даже в финансовой сфере это потом происходит убыток. Когда ты сталкиваешься с человеком, который приходит, допустим, с задачей из области криминалистики, идентификации или диагностика почерка, ты понимаешь, что человек в беде. Если это не суд назначил, а человек приходит лично заказывать. Главное помочь. Да, если ты не можешь помочь, зачем браться? Если ты можешь помочь, сделай так, чтобы у человека был процессуально состоятельный документ, и он мог решить свои проблемы. Что касается решения задач, которые графология может, скажем, помочь разобраться, да, характеристика. Вот недавно женщина приходила с почерком ребенка, чтобы, профориентацию, скажем так, ей направить. А сколько ребенку? 13 лет. Но в почерке ребенка признаки, кричащие о недостатке внимания матери. И вы знаете, мы с ней поговорили о том, что не надо воплощать свои мечты в ребенке. Отдайте ей детство, побыть в детстве. Главный критерий, на что мы обращаем внимание, когда мы видим чужое письмо. Не чужое, а то письмо, которое предназначается для нас. Да, когда я обучался на графологии, одни из первых уроков по уже самому анализу были о общем наблюдении, общее ощущение, скажем. Ты смотришь на почерк и понимаешь, стройность есть, гармония есть.
Или, допустим, наоборот, дисбаланс, дисгармония. Это, наверное, первое, на что нужно обратить внимание. Потому что когда человек пишет, он пользуется пространством листа, он пользуется пишущим прибором, и он пользуется, знаете, внутренней энергией, мотивацией жить, Ну а чтобы как выразить понять себя. пространство листа? То есть это ограничение полей, не Полей. выходить за поля. Между строк, между слов, между знаками препинания. То есть человек пользуется этим пространством, и это отображает, как он себя ориентирует в пространстве. Боится он вперед идти Ну а вот или что нет. значит, допустим, если человек налево сдвигает свое письмо? Как правило, графологическая среда должна рассматриваться всегда при совокупности признаков. Если этот признак мы видим, да, что левое поле, оно маленькое. Как правило, левое поле говорит о отношении человека к прошлому. То есть он не выдерживает красную строку, так называемую, да? Красная строка — это отступ в абзаце, Мгм. а поле — это, условно говоря, вся полоса, Вся полоса, весь лист. от Мгм. края листа Мгм. левого до почерка. Когда маленькое поле, как правило, это интерпретируется как какая-то неуверенность в прошлом. Но Хорошо. это будут другие признаки еще в почерке. То есть это из конечно. прошлого. Тогда с правой стороны, если у нас... Правая сторона, она, условно говоря, показывает будущее. По крайней мере, с точки зрения графологии интерпретируется так. Если человек боится идти вправо, он боится изменений, боится что-то нового. Как правило, пустое правое поле, свободное, говорит о неуверенности человека. А если наверх? Поля верхние, как говорится, интерпретируются в графологии как отношение к высшим авторитетам, к отцу, допустим. Нижнее поле, оно интерпретируется как способность заканчивать дело или отношение к матери. То есть мы, когда письмо пытаемся все туда уже понимаем, что это не сказали, и дописываем внизу, да, это как раз отношение с матерью. Или все-таки это действительно так? Это читается в совокупности с другими признаками. У моей дочери, младшей, подружка принесла почерк. Опять же, и у нее были такие признаки, что внимания матери не хватает. Мы когда разговорились, оказалось, что она занята, она успешный в бизнесе человек, и дочери не хватает внимания. Но это не было только, знаете, большое расстояние до большое нижнее поле. Нет, там еще были другие признаки, и когда складывается графологическая среда, которая описывает примерно человека, тогда мы можем говорить, что да, этот признак ложится на эту же чашу весов. Юрий Павлович, мне всегда было интересно узнать, нас в детстве всех учат красиво писать в прописях, но со временем мы меняемся, почерк наш меняется, и где те красивые прописи, которые лежат у каждого, может быть, где-то на антресолях, сейчас мы все пишем по-другому. С чем все-таки это связано? Это связано с индивидуальностью. Вы знаете, очень хорошо, что в свое время российская, еще имперская школа обучения требовала чистописи, а потом советская школа перенесла в образовательную часть, а также чистописание. Где-то к 10-12 годам у человека формируется стереотип, как писать. Почерк продолжает формироваться еще где-то лет до 20-25, но годам к 10 у человека складывается стереотип, что выражать мысль необходимо таким образом. А слушайте, вам же приходится в силу вашей профессии много работать с почерком, с распознаванием разных писем, да? Как правило, кто обращается? Что это? Наследство? Суды рассматривают разные дела, и наследственные, раздел имущества, арбитражные суды рассматривают дела между юрлицами. Да. В последнее время, знаете, появилось много документов, содержащих автоподлоги. Это такое явление, когда человек знает, что он откажется от своей подписи, и поэтому он делает ее искаженно. И в процессе взаимоотношений он говорит: не было. Одна из последних экспертиз таких была, когда в подписи были буквы, но в образцах почерка букв не было, безбуквенное. И пришлось по образцам почерка сопоставлять его идентификационный стереотип, который есть в почерке, сопоставлять с подписью. И я пришел к выводу, к сожалению, там за вероятностный вывод в автоподлоге не получается выйти, но дал вывод о том, что, вероятно, это человек. Много таких документов. Люди отказываются. Они берут, допустим, кредит, берут деньги, пишут расписку, а потом говорят: не было. Но не получается скрыть. Без навыков не получается скрыть почерк. Я вижу, у вас тут тоже образцы лежат на столе. Кто писал? Вы знаете, первый образец, который я бы вам хотел показать, это, скажем, снимки почерка ребенка, у которого недоразвит слуховой аппарат.
ну, в силу травм или, может быть, там родовых каких-то травм, почерк обязательно отражает, ну, мозг, если коротко сказать. Почему это? Я хочу привести одну фамилию. Наш советский ученый, который трудился в конце 19-го, середине 20 века, его фамилия Лурия, он изучал много, скажем, почерков и вообще много изучал физиологию движения человека, неврологию. И Александр Романович Лурия, он проделал такую работу, когда наблюдал нарушения разных отделов мозга, как оно проявляется в движении, в частности в почерке. И представляете, когда левое полушарие коры головного мозга нарушено, оно отвечает за обработку звуковых сигналов, перевод звука в графемы. Так вот, получается такое нарушение. Допустим, ребенок пишет: «У меня хорошие товарищи, я учусь в новой школе». А когда мы читаем, что написано, у него первое слово «умина», потом «горожи», то есть «хороший». Он слышит, что «хорошие», но перевести в графему из-за того, что поврежден мозг в части, отвечающей за слуховой аппарат, он может так вот: не «хорошие товарищи», а «горожи». Вы понимаете, я могу представить. То есть интересно, мы посмотреть. можем уже по почерку понять, кто есть человек, только даже не видя его. Ну, во посмотрев. много информации в почерке. Многие молодые люди ходят в наушниках с шумоподавлением. Много аварий из-за этого. Коммуникабельность снижается. Да, слуховой аппарат, когда нарушается, проявляется дезадаптация. Вот это в почерке видно, что человек дезадаптирован. Ему очень сложно адаптироваться. А здесь еще вот расстояние между словами тоже разное. О чем это Да, говорит? это о том же. Я думаю, что, знаете, скажем так, в криминалистическом взгляде на почерк есть такое понятие раздражающий фактор или сбивающий фактор. На что это влияет? Допустим, такие есть внешние, неестественные для человека сбивающие факторы, как письмо в движущемся транспорте. И там такая картина сбивающих признаков, что они глушат его собственные диагностические признаки. Вот как я это объясню. Вот, допустим, человека заставляют писать расписку, а он регулярно употребляет алкоголь. Понятно, что в его почерке будут признаки о том, что, возможно, он не отдавал отчет в своих действиях. Но как это маскируется? Представляете, это в движущемся транспорте он пишет. И он пишет, что да, в движущемся транспорте я это делал. И тогда вот эти признаки, они маскируют его, естественно, сбивающий фактор. Вот в данном случае примерно так. Чтобы говорить о норме письма, вот этот сбивающий фактор, недоразвитость слухового аппарата, оно просто все забивает, все эти признаки. У меня есть почерк Александра Сергеевича Пушкина. Вообще у него, знаете, такой почерк, вот как будто льется речь его, да, то есть буквы плавно перетекают одна в другую. О чем это говорит? Такой так называемый быстрый почерк. Смотрите, когда мы изучаем с точки зрения графологии почерк, то мы смотрим на доминанты, которые складываются из 3 показателей. Это форма, движение и организация. У Пушкина движение конкурирует с организацией. То есть движение отвечает за вот этот жизненный импульс, чтобы движение жить, что-то делать. Да, в его почерке очевидно, что у него есть вот эта энергия двигаться вперед. Но смотрите, как он упорядочен, почерк. Это говорит о математическом складе ума. То есть если бы он занимался математикой, он был хорошим математиком. То есть отсюда и объясняется такая красота в рифмовании. Но он у нас и художник хороший, то есть Да, мы знаем его часто по зарисовки его делал. зарисовкам, да. О чем это говорит тоже? Если посмотреть почерки артистов, вот даже наших современников, часто выражается это в дорисовывании. У меня даже была фотография подписи Джима Керри. Это рисунок, просто улыбчатый человек. Понимаете, это Так выражает себя. Так выражает себя человек, который погружен в искусство. И живое подтверждение тому, что как работает мозг, мне кажется, рукописи Толстого, где все вычеркивается, повторяются какие-то слова. Он очень много работал с письмом. Хотя, кстати, говорят, что сам не всегда любил писать. Почти все историки говорят, что его супруга переписывала. Да, Софья Андреевна. Да, и она, по-моему, даже неоднократно переписывала большие части, допустим, «Война и мир», говорят, что она переписывала. Ей вообще нужно поставить памятник. Это родить, точно. знаете, 13 детей. Мало того, она же еще занималась тем, что она увековечила память его, потому что она фотографировала Ясную Поляну, и все. Мы, в принципе, благодаря ей мы знаем о том, как выглядел их быт и его творчество. А можно посмотреть, как выглядит его почерк? Да, у Толстого почерк выглядит вот так. Это сплошной забор. Несколько характеристик скажу. Прямые линии и углы.
говорят о том, что он волевой человек, должно быть по его. Отсутствие расстояния между строк – это значит, что кроме него нету право говорить, право иметь мнение. И его гений на самом деле вытесняет быт всех вокруг. Только воплощение его гения есть. Волевой, напористый человек, много энергии. То есть не удержать. Не удержать, да. Не Но робкий. В жертву таланта приводится все остальное. Бурная деятельность кипит у него. И эта деятельность вся направлена на то, чтобы достичь вот этого результата. А вот вообще есть какие-то нормы? Сколько миллиметров, допустим, буквы должны быть? Вот что нам нужно знать, если мы видим чужой почерк? Я думаю, да, есть определенные нормы. Ну, сейчас скучно эти миллиметры все приносить. Не, ну почему? Интересно, скажите. Ну, смотрите, допустим, до 5 миллиметров строчная часть буквы считается в пределах среднего. Выше 5 миллиметров большой, ниже 2 миллиметров маленький. Так. И расстояние между строк, если 2 строчные буквы помещаются, это уже в пределах среднего. Больше 2 букв – это уже большой. Юрий Павлович, у меня для вас конвертик. Так. Здесь 2 вида почерка. Можете помочь нам разгадать, кто эти люди? Значит, здесь преимуществует форма. Все буквы читаются. Значит, такой человек, он мыслит обстоятельно, у него не быстрый тип мышления, значит, он хорошо справляется с деталями, хорошее расстояние между строк позволяет ему распределять, скажем, пространство вокруг себя ощущать в пространстве, но мы видим, что здесь нет места для полей. Здесь нет места занято все место. Как правило, такой признак проявляется в человеке, по правилам которого должен быть порядок, потому что если по-другому, нарушается все. И поскольку этот человек мыслит обстоятельно, мы видим, что здесь немножко больше расстояние между букв, между слов, чем в норме, больше двухэлементных букв. А это говорит о том, что человек подходит к выбору, с кем иметь контакт, с кем общение, он очень выборочно подходит. Избирательно. Быстренько попасть в друзья не получается. И еще довольно большое расстояние между букв в своем слове. То есть человек неведомый, он не будет из-за того, что другие на него влияют, поддаваться этому влиянию, он будет диктовать свое. Так, очень интересно. Давайте посмотрим следующее письмо. Здесь есть, скажем, левое поле, неплохая организация письма, и причем правое поле доходит до самой границы. Человек не боится идти вперед, и в этом почерке больше видно стратегическое мышление, потому что когда большие расстояния между строками, человек, он смотрит на происходящее немножко с отдаления, и он может стратегически мыслить, допустим, не тактически. Вот что интересно, по форме этот почерк тоже имеет округлости, но в нем больше так называемых аркад. Это когда элемент закрывается сверху. А это говорит о определенном, определенной продуманности, думает наперед. Он обстоятельно думает, он долго может планировать надолго, но не тяжелый, понимаете, настоящий, если так можно сказать. Мне очень приятно это слышать. Можете ли вы предположить, что это один и тот же человек? Да, схожие почерка. И разница между ними 30 лет, и это я. Ну как мне еще было проверить вообще Очень все, здорово. о чем мы сегодня говорим? Это письмо мужу 30 лет назад, а это письмо моей маме. Хотела вас спросить про людей, которые пишут левой рукой. Я пишу правой. Очень много в советских школах переучивали детей и заставляли писать правой рукой, потому что так было правильно. Понятно, что они испытывали не самые лучшие чувства. Как это влияло на их дальнейшую жизнь? На их дальнейшую жизнь не могу сказать, как это влияло, но переучивание, скажем, писать правильно с точки зрения системы образования рукой, оно обязательно влияло на затормаживание в развитии. Потому что когда пишет человек левой рукой, мы же понимаем, что у нас зеркально управляется организм левым полушарием, правая рука, условно говоря, да и наоборот. Здесь у человека заложено было, чтобы левая рука выражала себя. И человеку сказали, нет, выражай себя. Это примерно как вот альту сказать, ну-ка давай-ка пой любым другим, но только не альтом. Немножко спускайся. А есть еще такое мнение, что те, кто пишет левой рукой, это вообще одаренные люди? Они мыслят нетипично.
Вот, допустим, большинство людей в профессиях, в которых необходим креативный подход, они пишут левой рукой. Они не то, что одаренные. Я не скажу, что каждый человек одарен, просто в какое-то время хоронит одаренность, да? Есть люди, которые одинаково пишут и правой, и левой рукой. О чем это говорит? Они, по-моему, называются амбидекстры. Амбидекстры, да. Это Вы говорит таких о том, вообще что видели в своей жизни? людей не видел, почерки видел. И что, и они одинаковые, действительно? Очень схожий почерк. Здесь уже нужно микроскопическое исследование штрихов. В некоторых случаях мы можем понять по штриху, что это леворучное письмо. Тогда, конечно, систему признаков надо немножко по-другому понимать, как формируется у него письмо. А амбидекстеры, это говорит о том, что у них нет проблемы с управлением левым или правым полушарием, управлением письмом и вообще движением, как формируется движение. Юрий Павлович, современный человек, он очень мало пишет. Что уж тут говорить. В основном мы все теперь уже привыкли думать даже за компьютером. Нам так как будто бы легче думается. По крайней мере, вот журналисты признаются, что легче идут мысли, когда он сидит за клавиатурой. Как это можно изменить? И ведь это, наверное, не очень хорошо сказывается на нашем мозге. Я думаю, что относительно изменений необходимо сначала дойти до точки необходимости. Если, допустим, человек понимает необходимость, он будет задуматься. Но люди же не понимают такой необходимости. Удобно. Вот, допустим, в американских школах не учат вообще писать, учат печатать двумя руками. В смысле, там нет прописи? Нет. В наших школах есть чистописание, учат писать. Там, по-моему, в начальных школах до сих пор есть специальные тетради. Вот раньше дневники люди писали, да, вели. Это очень было полезно. Сейчас вообще это ушло. Вы знаете, насколько интересно, что люди, ведущие дневники, они как бы уравновешивают колебания своей нервной системы, записывая. Это своего рода размышление тоже о жизни, анализ того, что произошло, и прогноз, возможно, на будущее. То есть... И письмо есть такая, скажем, часть психологической работы с людьми, графотерапии, то есть когда людей учат писать. И вот эти цикличные движения помогают перенастраивать мозг. Это в составе терапии. Так, конечно. Что там у вас еще дальше? Еще третья причина, почему писать необходимо, это развитие психических функций. Внимание, память, воображение, мышление, логика, анализ. Так вот почему сейчас память страдает у современных людей. Да, представляете, все пишут отрывно, потому что нас так учат. Нажал кнопку, получил результат. А создать логическую цепь, сделать анализ, этого нету. Вот изложение в школах, да, для детей. Надо придумать, сформировать. Это работа мозга. Письмо требует работы мозга. Вот чисто гипотетически, если человек понимает, что он пишет не идеально, может ли он изменить свой почерк для того, чтобы внешние признаки указывали на то, что это хороший человек, которому можно верить? Я думаю, что вот как у вас почерк меняется в сторону стратегичности, да? Возможно. Это комплексное изменение личности. И опять же, здесь все уходит в вопрос, надо ли. Если человеку нужно. Кстати, обладать хорошим, красивым почерком – это не достижение. Вам-то, наверное, и интереснее. Чем заковыристее почерк, тем вам больше раздолье для работы, да? А если это каллиграфия, что тут возьмешь? Получается, что чтобы человеку на листе выражать себя органично, да, гармонично, у него дисциплина должна быть. Должна. Он преодолевать себя должен. Лень, безусловно. У него должно быть какое-то благородство внутри, не для себя только жить. Эмпатия. Вы представляете, у серийных убийц, у них, как правило, нету признаков эмпатии. У них только зацикливание, медленный почерк, у них зависание внутри себя, они вообще себя не раздают, как черная дыра, не раздают себя. Поэтому если человек хочет изменить свой почерк, чтобы на листе выглядеть красиво, это нужно как внутри поработать. И почерк, конечно, изменится. Так, резюмируем наш с вами сегодняшний разговор. Ведем дневники, или хотя бы пишем несколько минут в день? Писать в день хотя бы 15 минут. И лучше, допустим, описывать что-то. Вот, допустим, у графолога требование к отбору материала написать от себя. Об отпуске, о погоде. Не переписывать книгу. Да, писать и писать, рождая что-то. Да, такой совет, конечно. Музицирование, заучивание стихов. Как-то это тоже может развить наш красивый почерк и, в принципе... Обязательно это будет влиять. Улучшить кондицию. Обязательно будет влиять. Музыка, и интересно, что на разных уровнях вибрации она по-разному влияет на нас. Это тоже удивительный феномен влияния музыки на нас. И, конечно, она влияет. Два человека в одинаковых условиях в общежитии живут, два студента.
Один веселый, другой грустный. Одинаково примерно условия. Это же его решение быть довольным или решение быть недовольным. И поэтому здесь только почерком, наверное, ограничиться нельзя. Юрий Павлович, я вас благодарю. Теперь я знаю немножечко о почерке и, наверное, могу сама разбираться. По крайней мере, какие-то базовые навыки вы сегодня нам всем дали. Благодарю вас. Спасибо вам. Всего доброго. Сегодня мы окончательно убедились, что клавиатуры и гаджеты никогда не заменят живого почерка, неповторимого отголоска характера в чернильных линиях. Так же, как и в общении, настоящие эмоции слышны не только в словах, но и в интонациях. Пусть в вашей жизни будет больше тех интонаций, которые согревают, поддерживают и вдохновляют. Спасибо, что смотрели нас, и до новой встречи на БСТ.